наповняєш скарбниці тебе життя, подавши Христі, поселися у нас, і очисти нас від всього благого, і спав доброї душі наші. Слава на вершині Богу, спокон на землі добра воля сирот людей. Слава на вершині Богу, спокон на землі добра воля сирот людей. Господи, очини мои устные почнут совершать хвалу Твою. Благословенное благодарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. О, с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. За упокой души, избавление душ наших, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За упокой на всем свете, добрый стан святых Божьих церквах, и сознанием сих, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Закрытую святую церковь, ты что с верою, пошаной, страхом Божьим выходите ей, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За святого отца нашего соседнего бискупа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, подшествных святород, диаконов, Христе, все духовенство людей, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За Бога, стерожную краину нашу Беларусь, за врата лишней лады войска, и весь белорусский народ со стойкостью веры, мужностью и пребывания, и верность своему народу всех нас, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За города, за все города и краины, за верных людей, что живут, и Господу помолимся. Господи, смилуйся. За доброе на дворе богатую рожа плодов земных, и за шассы спокойные, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За подорожников, поморы, земли, поветры, за недужих, ты что терпят, за сневоленных, и избавлений, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться на всякого гнева, сумму, недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. О, вспомянувши на святую сошественную, благословенную, славную владарку нашу Богородицу и завсёды Деву Марию и всех святых сами себе один одного, и все житё наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот тебе належится всякая слава, пошаное поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благословенный Ты, Господи, благослови душа моя Господа, и все нутро мое хай славит имя святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех добродействов Его. Я начищаю все лишенства Твои, и оздоровляю все немочи Твои. Щедрый Бог и милосердный, долготерпливый, богатый на ласку, благослови душа моя Господа, и все нутро мое хай славит Тебя святое Его. Благословенный Ты, Господи. Jeszcze
упокой, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, избавь, и стяжи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Господи, души наисвятую, сошественную, благословенную, славную подарку нашу Богородицу, и за все ты Деву Марию, и всех святых сами себе един одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот Твоя есть держава, Твое владарство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Хвали, душа моя Господа, празднуй все життя мое, буду хвалить Господа, буду песня славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Одинородный Сыне и Слово Бога, Ты несмяродный, деля нашего избавления захотел принять тело, а Святое Богородице и завсёды Девы Марии, и не зазнавший измены стался человеком. Ты был крыжованный Христе Божий, смертью знищивший смерть, будучи одним со Святой Троицы, ровным славой Отцу и Святому Духу звал нас. Еще с упокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, избавь, и стиражи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Успомянувши наисвятую, всечистую, благословенную, славную подарку нашу Богородицу, и за всюду Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и все житию наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот и добрый, и человеколюбный Бог, и Тебе слава отдаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. У владарстве Твоим успомни нас, Господи, счастливые убогие духом, бо их есть владарство небесное. Счастливые тыя, что тужат, бояны сутешатся. Счастливые тихие, бояны отримають у спадщину землю. Счастливые тыя, что мають голод и смагу, справедливі
Устаньте. Придите, поклонимся и припадем до Христа, Сыне Божий, что воскрес из мертвых, звал нас всякие, пяем Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слово спрадвечное Зайцом и Духом, от Девы народженной для избавления нашего. Усхвалим верно и поклонимся Ему, бо Он захотел добровольно телом узойти на крыж и смерть потерпеть, и воскресить померлых славным воскресением Своим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ты зашел до пекла, спаси мой, и браму ягоную разбурив, як всемогутный. Як Творця ти взняв померлих собою, и знищив джало смерти. И Адама под прокляну был вызволенный тобою человека-любча. В делях этого мы все кличем, збав нас, Господи. Теперь завсёды и на веки веков. Аминь. Опять пункта христиан бездокорная, ходайница Творца незаменная, не погорди молениями грешников, али як добрая, спешно приди на подмогу нам, яки я пришам Тебе доверливо, пошуй хутко молитвы, отгукнися на просьбы Богородица, надейная заступница Ты, что шануют Тебе. Вот и святый Боже наш, Тебе слава отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый мост,
святый несмяротный, сжалься над нами. Пусть уважливая мир усім. И Твоему духу. Мудрость. Ракиме, Ты, Господи, стережи нас и заховай нас от гэтага роду до веку. Ты, Господи, стережи нас и заховай нас от гэтага роду до веку. Збав мяне, Господи, бо не засталося праведника, нямаверных сярод сынов людских. Ты, Господи, стережи нас и заховай нас от гэтага роду до веку. Ты, Господи, стережи нас И заховай нас от гэтага роду до веку. Мудрость. Браты, читание послания апостола Павла до Галятам. Слухаємо уважливо. Браты, гляньте, якими великими литерами я написал вам властноручно. Те, что хочуть подобаться вам телом, змушають вас до образання, как только позбегнуть переследу за крыш Христа. А те, что образаются, сами не виконують закон, а хочуть вас обрезать, как только похвалиться образанием вашего тела. Нехай мне не доведется хвалиться ничем, окромя крижа Господа нашего Иисуса Христа, праз якого свету крижованы для меня, а я для свету. Бо не образание ничего не значит, не отсутность образания, але новое створение. И над усими, кто будет поступать поводле этого правила, спокой и милосердность, а так само над Израилем Божьим. Реште, нехай никто не обтяжарывая меня, бо я ношу на своем теле раны Иисуса. Ласка Господа нашего Иисуса Христа с Духом вашим, браты. Амен. Мир тобі, читальник. И Твоему Духу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Милосердность Твою буду вечно славить, Господи, правду Твою буду обвещать устами моими, с поколения в поколение. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я сказал, милосердность створенная, как тревать до веку, правда ж Твоя моя, непохисную небе основу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость. Устаньте, будем слухать Святое Евангелие. Мир усім. И Твоему Духу. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухаймо уважливо. Сказав Господ приповесть гэтую: один человек был богатый и опранался у парфиру и весон,
і кожны дзень раскошна банкетаваў. І быў адзін убогі імем Лазар, які ляжаў перад варотамі яго, пакрыты язвамі, і хацеў насыціцца крошкамі, што падалі са стала багача. А яшчэ і сабакі, прыходзячы, лізалі язвы яго. І сталася, што памёр убогі і аднесены быў анёламі на лона Авраамава. Памёр і багаты, і пахавалі яго, і ў пекле, будучы ў муках, узняў вочы свае, і ўбачыў здалёк Авраама і Лазара на лоне яго, і усклікнуўшы, сказаў: «Ойче Аврааме, змілуйся надо мной і пашлі Лазара, каб ён абмакнуў канец пальца свайго ў ваду і астудзіў язык мой, бо я пакутую полымі гэтым». Авраам жа сказаў: «Дзіця, успомні, што ты атрымаў добрае сваё ў жыцці сваім, а Лазар гэтак жа ліхое. Цяпер жа ён тут суцяшаецца, а ты пакутуеш. І звыш усяго гэтага паміж намі і вамі прорва вялікая устаноўлена, каб тыя, што хочуць перайсці адсюль да вас, не маглі, і каб адтуль да нас не пераходзілі». Тады сказаў ён: «Прашу цябе, ойча, пашлі яго ў дом бацькі майго, бо ў мяне 5 братоў, няхай ён засведчыць ім, каб і яны не прыйшлі ў гэтае месца мучэнняў». Кажа яму Авраам: «Яны маюць Майсея і прарокаў, няхай слухаюць іх». А той сказаў: «Не, ойче Аврааме, але хто з мёртвых прыйдзе да іх пакаюцца?» Ён жа сказаў яму: «Калі Майсея і прарокаў не слухаюць, то калі б хто з мёртвых воскрос, не повераць». Слава Ісусу Христу! Дорогие браты, сёстры, сябры, каб зразумець гэту прыпавесць пра багацея і Лазара, давайте трошки паглядзім кантэкст, у якім гэтая прыпавесць была сказана Ісусам Христом. А кантэкстам гэтай прыпавесці з'яўляецца яшчэ іншая прыпавесць, а дакладней на яе рэакцыя тых, хто слухаў гэтую прыпавесць. Господ сказаў фарысеям, што нельга служыць адначасова і Богу, і мамоне. А фарысеі, якія былі срэбралюбівымі, насміхаліся з яго. І вось якраз пасля такой рэакцыі Ісус прамаўляе да іх гэтую прыпавесць пра багацея і Лазара. Чаму фарысеі насміхаліся з Ісуса, калі той крытыкаваў іх за любоў да багацця? Справа ў тым, што такая была філасофія, і таксама часамі ёсць і ў нашыя часы, што калі ты багаты і паспяховы, то цябе бласлаўляе Бог. А калі ты не багаты і не паспяховы, значыцца, Бог цябе пакінуў. Ёсць такое нават і сярод сучасных пратэстантаў, такія думкі, такая філасофія. І Ісус, ён супрацьпастаўляе такой ментальнасці якраз сваё навучанне, якое ён выкладае у данай прыпавесці пра багацея і Лазара. Ён паказвае, што неважна, ці ты быў багаты, насамрэч, ці ты быў бедны, залежыць ад таго твоя будучыня, твоя вечнасць з Богам ці без, у раі ці ў пекле, ад таго, наколькі ты умеў распарадзіцца сваім багаццем.
І, вядома, багацце яно накладае пэўную адказнасць на кожнага з нас. Вось. Гэта вельмі важна, вельмі істотна разумець. Багацей патрапіў у месца сваіх мучэнняў не таму, што быў багаты, а таму, што ігнараваў чалавека, які быў у патрэбе, які быў з ім побач. Але ён яго проста не заўважыў. Не таму, што ён яго не любіў, не таму, што яго нейкім чынам з ім пасварыўся. Не. Проста ён яго не заўважыў. І гэта самая вялікая праблема гэтага багацея. Але гэтая прыпавесць паказвае нам яшчэ, скажам так, больш глыбей сутнасць мыслення фарысеяў, якія слухалі Господа, але насамрэч гэтае мысленне фарысеяў, яно вельмі часта адлюстроўвае і наше мысленне, мысленне нашых сучаснікаў. Што гэта за мысленне? Гэта такое постмадэрністычнае мысленне. Вельмі такое нам знаёмае слова постмадэрнізм. Гэта такая з'ява культурная, філасофская. Але калі коратка сказаць, чым сутнасць постмадэрнізма, то гэта адмаўленне любога аўтарытэта. Запярэчванне таго, што існуе абсалютная праўда. Вось, што мерай усіх рэчаў з'яўляецца сам чалавек. Што я палічу праўдай, то і праўда. Што палічыць пэўная група людзей праўдай, то і будзе праўдай. Гэта сутнасць постмадэрнісцкага мыслення. І вось, як не дзіўна, але ўжо і тады фарысеі меркавалі падобным чынам. Адкуль гэта вядома? Гэта вядома з тых апошніх словаў прыпавесці, якую нам гаворыць Ісус. Калі Майсея і прарокаў не слухаюць, то калі б хто і з мёртвых уваскрос не павераць. Гэткім чынам Ісус указвае на праблему фарысеяў, якія яго слухаюць. Яны не жадаюць прыняць аўтарытэт. І нават гаворка не пра яго. Ён як бы трошкі адыходзіць на другі план сам Господ. Ён паказвае, вы ж не верыце не мне. Вы не верыце Майсею і прарокам, пісанню, якому вы самі навучаеце. І ў гэтым ёсць праблема. Вы самі для сябе аўтарытэт, не пісанне. Вось якая логіка, якое мысленне фарысеяў. І, на жаль, такое мысленне большасці у сучасным свеце, большасці людзей у сучасным свеце. Гэта я з'яўляюся мерай усіх рэчаў. Гэта я вырашаю, што праўда, а што не. Што там мне гаворыць царква, гэта не важна. 10 запаведзяў гэта таксама не важна. Я сам ведаю, як лепей. Я лепей ведаю, як лічыць людзей, хоць я не лекар, напрыклад. Я ведаю, як лепей выхоўваць дзяцей, хоць я не бацька і не маці. Вось. Я лепей ведаю, як верыць у Бога. Гэта такія схемы вельмі папулярныя ў нашым грамадстве, як гэта не дзіўна. Вось. Мы не прызнаем аўтарытэтаў. І гэтая прыпавесць сённяшняя, яна гаворыць пра шмат што. Яна закранае розныя, скажам, сэнсы, закранае розныя тэмы, а я хацеў бы вашу увагу звярнуць менавіта на гэта. На мысленне тых, якія застаюцца нібы за гэтай прыпавесцю. На мысленне тых, пра каго просіць багацей, пра сваіх братоў ён просіць. Хоча, каб Аўрам паслаў Лазара папярэдзіць братоў сваіх. І пра гэтых братоў я хацеў бы сёння
нагадать про их мысление. Будьмо открытые на аўтарытэт Господа ў нашым жыцці, на аўтарытэт Святога Пісання ў нашым жыцці, на аўтарытэт тых, які побач з намі, кампетэнтных людзей, кампетэнтных. І такім чынам мы зможам пазбегнуць гэтай памылкі, якую здзейснілі у свой час фарысеі. Амінь. Скажем все разом, от всей души, от всей думки нашей, скажем. Господи, смилуйся. Господи, всемогутный Божий, Отцом наших, молимся Тебе, большую нас, и смилуйся. Господи, смилуйся. Смилуйся над нами, Боже, по воле Твоей великой милосердности. Молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за святого отца нашего, сусветного епископа Франтишка, папы римского, достойного архипастыря Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея и всех у Христе братов наших. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за Богом стероженную краину нашу Беларусь, за урад належную младой войска и весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях и верность своему народу всех нас. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за братов наших, святоров, диаконов и монахов, и всех братов и сестр наших у Христе. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за годных памяти, за основальников этой святой церкви и за всех ранее дошовших отцов и братов наших, які тут и на кожному іншому місці спочивають. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Также молимся за все человечество, якое терпит с причины поширения пандемии, за всіх бездопоможних і розгублених, за хворих, і за тих, хто даним служить, а так само за померлих. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Лекар души тела, с любовью, с пошливым сердцем, приходим до Тебе и просим, оздорови хворости, вылечь немощи души и тела, слуги Твоей Антонины, пробачь ее все провины вольные, межвольные, худко с ними я есть ложи хворобы, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яшчэ молимся за слугу Божию Наталью, якая святкуе день свайго нараджэння, каб добрый милосердный Бог наведал яе и даровал ей спокойное жыццё, здоровье, поспех у Божной доброй справе, и каб отпустил ей усе ейные провины вольные и межвольные. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. За доброшинцев этой святой церкви, за тых, что приносят дары, працують і співають її, і за всіх тут присутніх людей, які чекають від Тебе багаття Твоєго змилування. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Вот и милостивый и человеколюбный Бог, и Тебе слава отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков.
яше, супокой Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, спав, и стережи нас, Боже, ласкою Твою. Господи, смилуйся. Мудрость, как мы будущее за все, Ты подоховывай вымог, милады, Тебе слава, Отдали, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и за все, да и на веки веков. Аминь. Мы что тайны способ. Мы что тайны способ проставляем херувима и животворчай Троицы. И животворчай Троицы, Тройче святую, Тройче святую, песню пяем. Отложим теперь, отложим, пусть лежит теплая, пусть лежит теплая клопоты. Святого Отца нашего, сусветного бискупа Франтишка, Папу Римского, достойных архипастыря Леонарда, боголюбного владыку наших архимандрита Сергея, почестных святого диаконов Христе, все духовенство, Богом стероженную краину нашу Беларусь, всю рад належную лады, заснованников и доброчинцев в этой святой церкви, вас и всех правоверных христианов, а вспомнить Господь Бог в своем владарстве на все часы, теперь и за все и на веки веков. Аминь. Как нам принять уладора всех, Яхова, необычно, необычно, Господи, смилуйся.
Господу помолимся. Господи, смилуйся. Милосердностью одинокого Сына Твоего, за яким благословен и Ты, и Твой все святый, добрый, животворчий Дух, теперь и завсюди, на веки веков. Аминь. Мир усім. И Твоему Духу. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына и Святого Духа, Троицу одиносунную и нераздельную. Тире, мудрости будь на уважливая. Веру у одиного Бога, Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, башного всякого и небачного, и у одиного Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, от Отца народженного перед всеми веками, светло от светла, правдивого Бога от правдивого Бога, набоженного, неоспоренного, одиносутного с Отцом, праз якого все стало быть. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, принял тело от Духа Святого и Марии Девы, и стался человеком. Был укрыжованный за нас при Понтском Пилате, терпел и был похован, и на третий день восстал згодно с Писаниями, и взошел на небо, и сядет по правой руце Отца, и знов придет славить судить живых и мертвых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Господа Животворчего, яке от Отца походит, якому належится поклонение и слава разом с Отцом и Сыном, який говорил праз пророков, о одиную святую, повсюдную и апостольскую церкву, вызываем родильных рост для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станем добро, станем со страхом, уважливо, святое дарование мира приносит. Дар миру, ах, веру, хвалы. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и супольность Святого Духа, хай будут з усіми вами. И с Духом Твоим. Узнімем гору. Серце наше, Мы возняем до Господа. подякуем Господу. Годный справедливость, поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троица одиносутной и нераздельной. Деля гэтага дякуем Табе, и Твоему одинородному Сыну, и Духу Твоему Святому. Дякуем за все добродействия, ведомые и неведомые, явные и тайные, якими Ты нас обдарил. Дякуем Тебе и за эту службу, якую Ты захотел ласкаво принять в наших рук. Хоть перед Тобой стоять великий мост арханелов, без анелов, херувимы и серафимы, шестикрылые шматоки, які, узнявшися высоко на крылах, мироможную песню поют, воскликаючи, припеваючи и кажучи. Святый, 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 Господь сил, небо и земля
укликаем кажучи: «Святый все святый Ты, и единородный Твой Сын и Дух Твой святый. Святый все святый Ты, великая хвала Твоя. Ты так полюбил Твой свет, что Сына Твоего одинородного послал, как кожный, кто верит в Его, не загинул, а имел житие вечное. И Он пришовший, исполнивший исповедь для нас, у ночи, яку Його видали, а покушився, і Он сам отдав себе за життя світу, узяв хліб у свої святые, все чистые и безвинные руки, и отдавши подяку, поблагословивши, осветивши, разломавши Его, дал святым своим учням и апостолам, кажучи: «Берите, ешьте, это тело мое, что за вас ловится для отпущения грехов». Так само чашу поставить вечері кажучи: «Пейте, съешьте, это кровь моя, нового заповету, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов». Мы ж памятующих это исповедный заповед, и все, что для нас дарилось, крыш, похование, воскресение на третий день, узыход на небо, сидение по правой руце, другое славное близко, приносим Тебе, Твоих, для всех и за все. За найсвятую Всечистую, благословенную, славную Владыку нашу Богородицу, и за все Деву Марию. Достойною соправды называть счастливою Тебе, Богородицу, вечно благословенную и беззаганную Матерь Бога нашего, божественную пашаны за Херовимом и беспоровнания божественную за Серафимом, что заховавши дьявольство, родила Бога Слова, истную Богородицу, Тебе мы величаем. Нас нашего сусветного біскупа Франтишка, Папу Римского и достойного архипастора Ленарда, Богородного владыку нашего архимандрита Сергея, заховай для святых Твоих церквах, усупокоить целости, доброй славе, здоровья и долголетия, как и не могли верно нарушать нас словом хвали и правды. И тайно в один
почесний вірш ім'я Отця і Сина і Святого Духа, теперь і завсюди і на віки веков. Аминь. Хай будуть милості великого Бога і спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. И с Духом Твоим. Успомнивши всіх святих, ще щас покою Господу помолимся. Господи, смилуйся. За принесенные свяченные почестные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. Раб человека любви Бог наш, принял свой святый небесный духовно-хвярник, якобы слово духмяность духовную, послал нам на замен свою Господу ласку, и дар Святого Духа помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться до всякого гнева, суду и достоинству Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, слава, и стиражи нас Божию ласкою Твою. Господи, смилуйся. Дабы весь этот день был досконалый, современный, грешный у Господа, просим. Дай нам, Господи. Дай нам спокою верного наставника, опекуна душу тела наших у Господа, просим. Дай нам, Господи. Пробощение, отпущение грехов и праведно наших у Господа, просим. Дай нам, Господи. Всего, что доброе и корыстное для душ наших, и спокой для свету Господа, просим. Дай нам, Господи. Как дальнейший тяг життя нашего, успокой и покаяние провести у Господа, просим. Дай нам, Господи. Христианского конца життя нашего, безбольного, бездокорного, спокойного и доброго оказа, стражем суде Христовым, просим. Дай нам, Господи. Попросивший единства веры и супольности Духа Святого, сами себе из одного, и все житию наше Христу Богу отдай нам. Господи. Израви нас достойными владами, заполни доверами без осуждения. Смерть свергаться до Тебя, Бога Небесного, и отдаться и сказать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искусу, а избав нас от злого. Вот Твое владарство и силы и слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Мир усім. И Твоему Головы ваши Господу схилите. Посила дорог, принесенная тут дары сим горы, нарастая кожному кому для потреби, тут с подорожниками поморы, сомнили поверхи, а здоровых хворых, лекару душ и тела. Лаской, милосердностью и человеколюбства одинородного Сына Твоего, за яким благословен Ты, и в Твоем все святый добрый животворчий, будь теперь и завсюду и на веки веков. Боже, будь спогадлив негрешному и смилуйся надо мною. Боже, будь спогадлив негрешному и смилуйся надо мною. Боже, будь спогадлив негрешному и смилуйся надо мною. Будь уважним я, святый
Хвалите Господа с небесов, хвалите Его на вышинях. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Веру, Господи, и вызнаю, что Ты соправдый Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет избавить грешников, сорок яких я самый первый. Веру так само, что это соправды Твое святое тело и божественная кровь. Молюсь о Тебе, жалься надо мной, и даруй мне мои провины вольные и невольные, какие я зробил словом и учинком, святого и не святого, и дай мне без служения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и життя вечного. Зроби меня сегодня Сыном Божьим, удельником Твоей тайны вечери. Я не зражу ворогом Твоим тайны, и не дам поцелунку, як Юда, але як разбойник вызнаю Тебе. Успомни меня, Господи, в Твоим благодарстве. Нехай принятие святых Твоих тайн будет мне не на суд и осуждение, але для оздоровления души и тела. Со страхом Божиим, верою и любовью подходите. Благословенный Той, кто приходит в имя Господня. Господь Бог явился нам, тело Христово примите, покаштуйте, прините несвятости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Збав Боже людей Твоих, и благослови набыток мой. Мы возжелание святло, приняли Духа Небесного, нашли веру правдивую, поклоняемся нераздельной Троице, моя она назвала. Благословенный Бог наш. Нас и сейчас, и теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Хай наши устны будут полные хвалы Твоей, Господи, как напевает славу Твою. Вот израви нас достойными быть удельниками святых Твоих божских, несмиротных и животворчих тайнах. Заковай нас у Твоей святости, как нам везде научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, тревожу воскресенье, чистый, несмиротный, чудесный, животворчий, страшный Христовые тайны, достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, збав, стережи нас, Боже, ласкою Твою. Господи, смилуйся. Попросивши там гэты вести им досконалы, святым мирные и безгрешны сами себе один одного,
все життю нашу Христу Богу, отдаймо. Вот и освящение наше, и слава отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Пойдем с миром. Господу помолимся. Господи, який благословляешь Ты, что благословляет Тебе, и освящаешь Ты, что складает на Тебе надею, спал людей Твоих, и благослови нам не Твой. Заховаю целости церкву Твою, свети Ты, что любишь красу дома Твоего. Ты, славу Твою, Господи, силу не покинь нас, и сподеемся на Тебе, даруй спокой всему свету. Церква Твоим нашим, белорусскому народу, нашему семью Твоим. Всякое доброе дарование, и дар досконало заходит с горы Тебя, и Царь света. И мы Тебе славу, подяку, поклонение отдаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, теперь и завсюду, и на веки веков. Господу помолимся. Всесветний владар, сподвечный Божа, Ты весь свет створил и законы для всех установил, кожному место признавшего род людский, так без конца полюбил, что Сына Своего Одинородного послал на землю, как все слухали Его, и науку, и души следом за им, увошли в Твое небесное владарство. Мы, дети белорусского народа, як могли слухали Твоих загадов, а летели человечей слабости, часто падали, изневажали Тебя своими грехами. Теперь молим Тебе щиро, даруй нам наши провины, нашу недбайность в относинах до себе и до інших. Даруй так само тем, кто кривдил нас, изневажал. Борони нас от кривды ворожей, дай нам и ворогам нашим духа соправдной христианской любови. Дай нам едность веры, згоду в громадском и семейном житті, загои наши особистые и народные раны души, які мы сами себе учинили, або от неприятеля отримали. У нашем штоденном житті освети наш розум Твоим евангельским светлом, как мы заховываешь Твои приказания, перемогли все тяжкости и терпения, и завсюду Тебе благословляли. Пошли белорусскому народу ахвярных слухов своих, якие праведными, сумленными, мудрым життем и дейностью, вели его да и лепшие доли. Дай нам святое духовенство, благослови наши семьи, кабы кожный з их дбалый батька и ахвярная мать, слушаны щирой святой любовью, выховывали Тебе на славу, а батькушки не на корысть своих деток. Особливую ласку дай молоді, каб вона отримала глибоке християнське згадування і виросла на корисних синов і дочок свого народу. Благослови наші дочасні достатки, не дай гинуть марно тим талентам, які Ти посилаєш у наш народ, але дай їм свободно розвитися і закрасовать Тебе на славу всему людству на корысть. Благослови працу слянов на роли работников на фабриках, ученых, письменников, мастаков, каб з їх недопомогою белорусский народ мог разумно и пригоже жить и развиваться. Тебе, Всечистая Богородица, наша Небесная Мать, просим, покрой нашу краину Твоим святым покровом, и пусть наша опекунка и заступница, и Ты, святая Евпросинья, светница Беларуси, все святые заступники белорусского народа, молитесь за нас неспынно, как мы стали народом святым, яки виконує волю Божию и свое посланство, и как мы унесли свой уклад у огульное добро тут на земле, а у пришлом житті отримали вечное счастье, и неспынно отдавали славу, пошалое поклонение Богу, Троице Одиному Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Хай буде ім'я Господнє, благословенне тепер і на веку. Хай буде ім'я Господнє, благословенне тепер і на веку. Хай буде ім'я Господнє, Благословение Господне, хай будет на вас ласка Его и человеколюбство, на все часы, теперь и завсюду, и на веки веков.
молитвами всешествия Своей Мати, святых славных и удных похода апостолов, меж святыми отца наших, Яна Златоустного, арцебископа Константинопольского, молитвами святого Иозафата, арцебископа Полоцкого, и святой мученицы Ареты, молитвами святых славных и родных апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, меж святыми отца наших, Кирилла и бископа Турского, святой Мати нашей, Ефросиньи Полоцкой, светницы Беларуси, и всех святых заступников белорусского народа, молитвами святых и праведных, Бога Отцов, Якима и Ганну и всех святых, хай смилуется над нами, избавит нас, мы добрый человека любец. Аминь. Христос посеред нас. И если будет. Дякую Тебе, что Ты удостоил мне принять Твои святые дары, а лишь человеколюбный владару, что для нас помер и воскрес, и даровал нам в этой страшной и животворчей тайне.
для добра и освящения души и тела. Дай пьяным и мне для оздоровления души и тела, для прогнания всякого супротивника, для просветления очей сердца моего, для супокоя душевных моих сил, для веры непохисной, для широй любови, для исполнения мудрости, для захования Твоих заповедов, для повеличения Твоего своей ласки и для осердения володарства Твоего. Как я захованный именем Твоей святости, был завжди памятник Твоей ласки, и живу не для себе, але для Тебе, нашего выбирая доброчинца, и закончивши в этой житье надея життя вечного, досягнув непримиренного супокою, где безупинно шутный голос святых, и пануя вечно радость Ты, что обитает невыказанную красу Твару Твоего. Вот Ты собрал неожиданно, и невыказана радость Ты, что любит Тебя, Христе Боже, и Тебе все створение беет, славу Твою, все веки. Аминь. Усемогутный, справедливый Боже, Ты не хочешь смерти грешника, але ожидаешь, как навернулся и был живым. И яки послал для нашего избавления одинородного Сына Твоего, яки нам наказал, просите и будьте даны вам, шукайте и знойдете, слухайте о рождении вам. Для Тебе преподаем с крушливым сердцем, и слезьми молим Тебе. Не суди нас, але милостиво отверни от нас праведных не рукой, и судишь смертоносную пошесть, что в этот час род близки до часу, небо вечен сече. Смилуйся над нами, Господи, смилуйся над нами, избав людей Твоих, как жили здоровыми подле Твоих приказаний, и прославляли имя святое Твое. Заступись и заховай от этой злобной пошести нашу батькушину и наш народ, правды и тех, что стиравут целость и спокой нашей краины. Выполни в этот город и все города и вёски, змилуйся и наведай тех, что терпят от этой хворобы, подними их ложа немочи и дай им здоровье души и тела. Душишь Ты, что от этой хворобы, правой веры и надея воскресения уже спочили. Супокой святыми Твоими, где нема ни боли, ни суму, ни плашу, а лежит все бесконце. Молитвами на Святейшей Богородице и за все Ты, Девы Марии, заступницам святых бестелесных сил и ангелов-охотников, ласкою человеколюбством одинородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належится всякая слава, пошана и поклонение, разом за вечным Твоим Отцом, и все святым, добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и за все и на веки веков. Аминь.